рулетку, лазерный дальномер, длинный уровень и отвертку с пробником. Вам нужно иметь под рукой и пускать в ход постоянно. Задание работникам лучше давать в виде наглядного чертежа с указанием всех размеров. Но и такой чертеж вам нужно хорошо объяснить и убедиться, что вас поняли. Это передача «Звезды делают ремонт», где известные медиаличности делают ремонт своими руками. С чего начинать? Этот вопрос хотя бы один раз в жизни задавал себе каждый собственник жилья. Как правило, положительные эмоции это предстоящее мероприятие вызывает у тех, кто впервые получил или приобрел собственное жилье. Те же, кто уже сталкивался с работами по приведению квартиры в порядок, знает, сколько хлопот они приносят и сколько сил придется приложить, чтобы добиться желаемого результата. К нам подключаются актеры театра «Аланхо». Мария Михалева, профессиональная актриса театра и кино, актриса театра «Аланхо». Каядогар, табрымын тайдыңду? Таян, чоку. Кайдах пиллин. Араха байым каджит бергенетен бербит быгылага. Всем привет, меня зовут Маша Михалева, я актриса театра и кино, работаю в театре «Аланхо». Родом из северного Верхоянского улуса, Мария начала свою фильмографию с фильма «Бэйбери Кен». Она сыграла там младшую сестру главного героя Таяну Ко, девушку, которая любит загадывать загадки. Также Маша сыграла Таяну Ко в продолжении волшебной сказки. В театре Мария исполняет такие роли, как Удаганка Айгыр в постановке Удаган Кыргыттар. Это очень необычное явление видеть, как юная и хрупкая девушка перевоплощается в Удаганку. Дмитрий Хаютанов, актер театра «Аланхо». Дмитрия заприметили якутские режиссеры из-за харизматичной внешности. На данный момент Дмитрий является актером театра «Аланхо». Дмитрий играет в театре разные роли, от Абасы Нижнего мира до богатырей народа Аи. Но нас поразила роль шамана по произведению Риаса Кулаковского «Сон шамана». Первая большая роль Дмитрия в большом кино фильма «Бэйбери Кен». Это роль верного друга главного героя. Оны мен кене хабат поларыбын. Круг толкуйга техебин. Төбөбүнүн тесиңен даксабын. Оттоны хеги өйләннактыр болахыт. Кырырды хадеттен бирге олапыт жон. Всем привет. Меня зовут Хойтанов Дмитрий. Я актер театра и кино, работаю также в театре «Аланхо». В указанный день и час наша красивая плитка для ванной комнаты была доставлена до нашего подъезда. Помните, мы с Михаилом, Кристиной и Аиной выбирали плитку для ванной. Перед выдачей работники магазина «Узоры» все доступно объяснили, посчитали количество и вручили схему установки. Вам будет лучше заранее договориться о подъеме подвозимых строительных материалов в квартиру и выносе мусора из квартиры до мусоровоза. Так ваша работа будет продвигаться равномернее и быстрее. В 2017 году я приобрела свою первую квартиру в новостройке. Она была в черновом варианте. И получается, с работниками по своему дизайну сделали очень хороший качественный ремонт. Но, наверное, из-за того, что это был первый этаж, или же из-за того, что вот компания, которая строила мой дом, сделала огромное количество недочетов, случилось так, что в квартире было очень холодно, даже когда, даже осенью бывали большие холода. И я решила установить теплый пол, и он был очень дорогой. Получается, в спальне мы установили теплый пол за 15 тысяч. Это получается 25 квадратных метров. Получается, мы заплатили за электроэнергию 14 тысяч рублей. То есть это очень энергозатратно вышло. И вот тогда другая управляющая компания, она уже нашла причину, почему у меня батареи именно холодные в моей квартире. Оказывается, отопительная система
вся вот. Идет не с первого этажа, как в обычных в других квартирах многоэтажных, в домах многоэтажных, да, а с 10-го этажа идет. А 10-й этаж незапланированно построила компания, вот именно которая строила дом. Ольгин Булана, он сетестен барар болан, вот именно тепло до нас не доходит, оказывается. Но устранили, и сейчас все нормально, благо все завершилось удачно. Сантехники усилили вот теплоподачу. Kadar bakıyorum. Ya olur. Anda öyle bunda seyre hep bir yer. Bak. Buranın niye? Ritak. Rikki diye. Anladan buranın. Ne? Evet. Manna buraya geçiyor hep de. Manna buranın batıyor bir arası. Sayı takip. Anladan bu. Rastgele kırdık. Benim de olur. Ya. Ano din mo ito? Iya ya. Ano gambar mo? Kung dia kalau sebuah dia. Tahun kira-kira? Air. Sudah ada mana? Sudah ada mana? Ya. Bu kafir in urahınıgar ehil etenge bollak bine ehil bu toq mustabı neyin olardan körüyor bulanlarga vallar. Tanı bu tügenden tuhanın verendim de yıkahef. Даже заведомо высокая квалификация работников и обещание сделать все под ключ не освобождает вас от необходимости часто являться на объект и проверять проделанные работы. Ведь даже самый хороший ремонтник, если поймет, что вы не требовательны, может где-то схалтурить. Если бригада предлагает вам свои услуги по ценам ниже рыночных, то в этом есть какой-то подвох. Также нельзя нанимать знакомых и родственников, так как в этом случае вам психологически сложнее будет добиться качественной работы или переделки некачественной работы. А вдруг у твоего брата будет свое мнение насчет ремонта в твоей квартире. Так что лучше нанимайте профессионалов. Мастер. Сол тамарак жандар. Нелерде. Веселыха. Ini bulan Juli, mana kudu Orang buana. coba pun nggak kudu coba. Ini mi? Ini adalah coba. Ну, Маша крис kudu аккуратно oturabilir. Ребенка было. Ребенка лампа.
Клинилык насыл бұлғысы ғарабыд. Шуге бит. Тутан қабан оңоддық бұны растынауын. Бұл жебін ең барытын раскылы бір барытын бәйін қаяудым. Видя перед собой ровные ряды плитки в ванной комнате после свежего ремонта, может создаться впечатление, что это невероятно сложная работа и справиться с ней может исключительно профессионал. Но понимая основные принципы того, как клеить плитку в ванной на стену и приобретя некоторые практические навыки, облицовка стен будет не такой уж сложной задачей. Тем более, что для того, чтобы выложить кафель своими руками, не требуется большого количества специализированного оснащения или дорогого инструмента. Пора выбирать двери. И к нам присоединяется Дарья Лаврова. Дарья Лаврова родом из Татинского Улуса. Наверное, поэтому ее песни наполнены любовью, красотой природы. Выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба», Дарья раньше состояла в дуэте «Кофе», но потом сама начала сольную карьеру. На данный момент она носит такие титулы, как «Отличник культуры Республики Саха-2017», «Народная миссис Россия-2020», «Достояние России-2020», «Миссис Творчество», «Миссис Элегантность-2020». Дарья дарит своим поклонникам сольные концерты и радует своими песнями. Здравствуйте, Олег. Я хочу узнать все про двери, потому что я вообще не разбираюсь в дверях. Ни в межкомнатных, ни в квартирных, ни в каких. Расскажете? Да, конечно, пойдемте. Мы пришли в магазин «Дверной дисконт». Магазин «Дверной дисконт» в Якутске – настоящая находка для ремонта. В каталоге представлен широкий ассортимент, входные металлические двери, межкомнатные двери, фурнитура, арки. Дверь для частного дома. Для частного дома я могу вам посоветовать Гермес Сандал. Термодверь, трехконтурная, с многослойным наполнителем и с терморазрывом. В многослойный наполнитель входит минеральная плита, пенополистирол. В сам терморазрыв входит пенополиуретан, фольгированный слой и пенополистирол. Получается, самая вот уникальность в этом термослое. Да. Ага. Он отделяет сам наполнитель многослойный. То есть здесь специальный разрыв стоит. Да, очень много слоев. И на коробке также стоит терморазрыв. И внутри, вот может цвета меняться могут? Нет, к сожалению, нет. Только вот к этой двери такая. Ночная задвижка и два замка. Замки идут Guardian 4 класса противозвонкости. Не важен, наверное, да, критерий, как шумоизоляция и так далее? Важна, то есть если частный дом стоит где-нибудь возле дорог, то здесь многослойный наполнитель на это и влияет на всю шумоизоляцию. Понятно. Также 3 контура стоят. Ага. Что еще есть? Есть изотермо, мед-антиклист, лиственница, мокко. Мокко. Цвет Да. мокко, да? Да, цвет мокко, также терморазрыв, 3 контура. Тоже на 2 замка и изнутри, да? Да, ночная задвижка. А есть... в частных домах не бывает глазка? Глазков нет, не бывает. Это дополнительно идет как... Вы можете сами установить глазок, но это как сквозняк идет. Ну да. Считается так. А на квартиру какие двери посоветуете? Бюджетные. Ну давайте бюджетные. Классические. Гермес Барк Этюд. Это идут сейфовые замки. Цена 23 тысячи. Двухконтурная, наполнитель пенополистирол, покрытие шелк. По шумоизоляции как? По шумоизоляции
как будто. Хорошая, но... Не плотная, да, как будто? Нет. Тоненькая. Ну, потому что бюджетная, да? Да. По шумоизоляции лучше выбирать с минеральной плитой и с трехконтурной дверью. То есть есть и 3 контура на квартирный вариант. Посмотрим? Да, Есть такие пожалуйста, двери? вот. Гермес. Все понятно. Гермес. Все рядом. А кто у вас поставщик? Поставщик у нас Новосибирск, Казань. Российская. Да, Здорово. производство российское. Тоже Гермес, накладывается. ель Карпатская. 3 контура. Это вот самая дорогая дверь? Нет, это не Или самая еще дорогая. подороже Есть и дороже. Давайте посмотрим подороже. Мне кажется, даже все-таки от цены уже видно. Сразу чувствуется, что Детская. дорогая дверь. Да. Цвет такой приятный. Замки кали. 2 контура, наполнитель пены, полистирол. Толщина металла 1,5 мм, толщина наружного МДФ 1,5, внутреннего 1,2. Цена 25. Получается, размеры у всех стандартные, да? Да, стандартный размер сейчас идет 86-96. Дверь монах. Монарх. Монарх. Не монарх, монарх. Может быть. Ага. Дверь монарх, белый ясень. Это МДФ то есть белый ясень. Замки кали, 2 контура. Везде замки кали, да? Это получается к ним, Нет, не везде. это вы сами подбираете, да, чтобы замки были именно из этой? На заводе подбирать. И внутри зеркало. Прикольно. Ручка тоже нормальная. Это хром, да, получается? Да, это хромированные ручки. А ручки можно будет поменять? При желании, да? Ага, понятно. Так, еще какие двери? Ну, все зеркальные тут, да, внутри? Да, здесь все зеркальные. О, и все с разными именами также? Да. Монарх. Гермес. Гарда. Гарда. Гермес. Прикольно. Ой, цена тоже нормальная такая. Это тоже бюджетная дверь, да? Да, более бюджетный. Ну, тут глазок даже. У нее другой стиль, другой дизайн. Да, И прикольно. замки тоже другие. У нас огромный выбор квартирных вариантов. Здесь есть вот шумоизолированные двери, то есть вот трое серебро. Можно даже спрятаться. А? Трое серебро, дубдымчатые. Внутри, да, получается? Да, МДФ здесь идет дубдым с черными вставками. Ну-ка, Три посмотри. 3 контура. А, 3 контура и наполнитель здесь минеральная плита. Шумоизолированная дверь хорошо. квартирного варианта. Дверь термосупер МДФ. Здесь стоят замки Guardian. Она идет трехконтурная. Что такое гардиан? Guardian. Гардиан. Guardian. Внутри. Прикольно. А, вот. В чем фишка вот этой двери? Фишка этой Какие двери плюсы? и в том, что эта дверь сертифицированная, прошла лабораторные условия до минус 70 градусов. Ого. То есть вот эта дверь круто подойдет для частного дома и для И нашего для города. севера. Для севера, да. Замки идут утепленные. То есть, А вот эти резинки не изнашиваются? Нет, не изнашиваются, потому что здесь идет специальная прокладка, она идет металлическая, плюс она еще прорезиненная. Кстати, Ой, оторвать боже не мой. оторвете. А вот с годами она не будет плоской? Нет, не будет. И также они заменимы. То есть их возможно заменить. Еще в чем преимущество 3 этой петли. двери? 3 петли. Да, 3 петли. Мне нравится, что она внутри такая... Это какой цвет? Белый, да, тоже? Да, это белый матовый. Ага, так благородно. Снаружи темное серебро. Ну-ка посмотрим снаружи как. Сразу можно определить по качеству двери, да, материала вообще. Изнутри, как они сделали все. Даже по ручкам понятно. Хорошая ручка. А по ручкам вообще тоже есть свои предпочтения, пожелания, да? Люди разные и выбирают уже на свой дизайн. То есть, но ручки приобретаете в комплектации с дверью, а уже по своему желанию можете То есть к нему заменить. прилагаются примерная комплектация, которую предлагает производитель, да? Да. То есть я могу выбрать из чего-то именно для этой двери. Да. А, хорошо. Все. Так, еще что есть? Что еще можешь ты рассказать? Какие ноу-хау двери есть? Нет, будет топчик вообще. Топчик, да? Да. А, вот прямо зеркало. Нет, стеклянные вставки. Это стеклянная? Да. Ага. Ну, получается, все равно как зеркальная же. Да, зеркальная вставка. Ага.
Астория 300-201, а внутри идет МДФ, покрытый глянцем с черными вставками. О, Трехконтурная. вот это да. Это глянец. А, вот глянец. Да, это глянцевая дверь, наполнитель пенополистирол, замки бордер. Шумоизолированная. Как квартирный вариант подойдет. Идеально. Прикольно. Межкомнатные двери – важная часть интерьера. От их выбора зависит не только практичность и функциональность, но и уют и эстетика дома. Чтобы понять, как выбрать межкомнатные двери правильно, из всех возможных вариантов вы поймете по ходу сюжета. Важной характеристикой при выборе межкомнатной двери является и вид материала, из которого она сделана. Разнообразие конструкций определяет возможность изготовления дверей из самых различных природных и искусственных материалов – дерева, металла, стекла, МДФ, ДСП и других. Если ориентироваться только на прочность, то ничего лучше массива дерева не придумано. Это, хотя и дорогой, но очень надежный и качественный материал. Расскажи, пожалуйста, про межкомнатные двери. Что сейчас в моде, в тренде? Это уже для частных домов больше, да? Ну, лучше, да, для частных домов. Он такой более классический вариант. Получается, это экошпон. Экошпон? Это Экошпон. Экошпон – это экологически чистый продукт, многослойный. Понятно. Теперь. Многослойная бумага. Она влагостойкая, ударостойкая, практически. А, открывается же она так? Да, не открывается. Ага. То есть лучший вариант для квартиры и для комнат – это экошпон и ЦПЛ. ЦПЛ – это многослойный пластик, он ударостойкий, термостойкий. А где вот это экошпон? Нет, это ЦПЛ. Экошпон. Вот, экошпон. Вот это дуб молочный, вот скай серый, орех серый и дуб темный. Вот этот цвет, наверное, очень популярен сейчас. Да, он популярный цвет, на него большой спрос. Все хотят разновидность дверей в сером тоне. Да же. Да. Это слоновая кость, Ага. дуб дымчатый. Дубчатый. И тоже вот слоновая кость, разновидность дверей. То есть в другом формате, но одного бренда. Здорово. Здесь, получается, тоже двери? Да, и здесь у нас межкомнатные? тоже двери межкомнатные. Также у нас здесь есть акционные двери. По акции у нас есть акция за комплекты. Есть у нас двери по 3,5. Здесь у нас акционные, они стоят за комплект. То есть все, что на них есть, это все ваше. За 3,5 тысячи. А комплект, это, получается, и фурнитура? Ручки, да, фурнитура, наличники с двух сторон и короб, соответственно, и полотно. Вот это прикольная дверь. Гарантия производителя, быстрая доставка, помощь в выборе и качественные консультации – все это и даже больше в вашем распоряжении. Тут постоянно расширяется ассортимент, чтобы вы могли выбрать идеальное решение для вашего дома и квартиры по доступной, недорогой цене. Тут прекрасная зеркальная комната, мне она нравится. О, здорово. Магазин «Дверной дисконт» находится по адресу Хатынь-Юрякское шоссе, 5-й километр, 1/4, торговый центр «Союз». Магазин «Дверной дисконт». 8 914 303 79 31. Пришло время укладывать пол. Для этого серьезного мероприятия мы пригласили Игоря Егорова. Игорь Егоров – мастер спорта по спортингу, трехкратный обладатель Этиген Хамуса, двукратный победитель Кубка России по спортингу. Игорь ворвался на небосклон якутской эстрады с песней «Те Уолчана». В песне пелось про парня из деревни, который хочет ярких красок, новых знакомств с девушками и, в общем, движухи. Харизматичность исполнителя и смысл ритмичной песни создали в сердцах фанаток яркий образ. Один из хитов Игоря Егорова «Бильбетагим» запомнился якутскому зрителю через необычный видеоклип, режиссером которого был Константин Тимофеев. Долгожданный сольный проект «Кёрсюгер Тюген» собирал полные залы 2 дня подряд. Сейчас Игорь занимается спортингом усиленно. В 2007 году делал ремонт у себя дома. Начал вначале искать дизайнеров,
ремонтников. И у меня, в принципе, хорошо сложилось, хорошего дизайнера нашел. В то время было посложнее, чем сейчас. Например, я половину материалов, которые я использовал, я съездил в Китай, выбирал там все и оттуда привозил. Тем не менее, мы сделали такой ремонт. Я вообще хотел вначале сделать квартиру как клуб какой-нибудь. Взгляды другие были, был немножко помоложе. Квартира для друзей, для творческих людей. Ну, почти как студия. Я тогда еще занимался выпусками аудиосборников и так далее. Ну, я как примерно где-то на этой волне жил. Но все-таки квартира должна быть для семьи. Более комфортная обстановка, спокойная, где ты должен отдыхать от работы, от творчества, от всего. И поэтому, скорее всего, так. Ну, если несколько квартир, пожалуйста, ты сделай там для себя там студию отдельно, да, там. А квартира все-таки там и дети должны быть, там детская комната должна быть. Если мальчик и девочка, то 2 разные комнаты должны быть. Ну, я так считаю. Проходит 10 лет, и у тебя все меняется, и хочешь уже совсем по-другому сделать. Заранее полы у нас уже подготовлены под 0. Сейчас будем клеить плитку. Пробовать себя в разных профессиях, а вдруг пригодится. Ну и вообще, я думаю, что каждый человек должен уметь делать ремонт. Ну, конечно, по идее, лучше довериться профессионалам. Да, надо, чтобы края тоже обязательно схватились, чтобы пустот не было. Еще чуть-чуть. Теперь берем нашу плитку, да, и наносим контактный слой. Я думаю, что здесь самое главное, клей должен быть хорошим. Будем их ставим. Нужно ровно поставить плитку. Это нужно сделать аккуратно. Аккуратно, так, как было, так, раз. Ага, все понял. Ну что, дорогие ребята, поехали. Аккуратненько. Да, ямкой нужно пользоваться аккуратно. Так, смотрим. Класс алмаз, все хорошо. А теперь берем клинья, чтобы их ставить с СВП, чтобы плитки у нас были ровными между собой и по отношению к полу, и по отношению друг к другу. И сейчас их будем устанавливать. Берем и вот так закрепляем. Как-то вот так защелкивается. В основном я приходил, указывал, куда пальцами тыкал, куда пока ставить, куда как делать. Ну, в принципе, я тогда видел, какие косяки какие-то делали, да, там сразу замечал и советовал. Ну, ремонтники такие профессионалы были все равно. Лучше, конечно, самому не делать, потому что, во-первых, вот, как говорят, действительно, сам сделаешь, все ошибки будешь видеть, сам будешь делать где-то там, ну, в общем, накосячишь, и потом еще раз надо будет 10 раз делать. Конечно, хорошо, что сам, если будешь уметь, но если в дальнейшем ты этим занимаешься, но если ты не этим занимаешься по жизни, то лучше нанять профессионалов и просто духовно, морально поддерживать. Для того, чтобы керамогранит на пол был положен качественно, обязательно необходимо следить за тем, чтобы под плиткой не образовывалось пустот и все пространство было заполнено плиточным клеем.
Чтобы добиться полного заполнения, плиточный клей необходимо наносить и на поверхность стяжки, и на тыльную сторону керамогранита. Причем рабочий плиточный клей желательно наносить в разных направлениях. Игорь справился на отлично, он щедро наполнил плиточным клеем, и мы уверены, что под плиткой нет пустот. В этом году я начал стрелять как раз, и где-то 2 месяца ездил по соревнованиям, так как у нас первая половина лета из-за пандемии никаких соревнований не проводили. Начиная с июля, наверное, с июня, каждую неделю проводились соревнования по 3 видам спортинга. И вот так получилось, что я поехал и около 7 соревнований подряд участвовал. Это в Москве, в Петербурге, в Брянске, в Липецке, в Барнауле. Выиграл 2 кубка, в командном зачете 2 раза выиграли. Ну и серебро есть, бронза есть. И 4-е место занял в одном турнире. И самое такое, это 7-е место занял. У меня уже готовые есть песни, примерно около 10 песен, которые должны выйти. Я думаю, что сейчас, вот зимой, как раз я этим и займусь. В это непростое время жить с оптимизмом, ничего не бояться особо, конечно, беречь себя, быть здоровыми, и тогда все будет отлично в нашей жизни. Вперед! Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам моментах. Старайтесь вникать во все технологические процессы своего ремонта. У нас на потолке имеются не очень красивые стальные вставки. Они так и торчат из стен у нас в прихожке. Креативные дизайнеры советовали оставить их так и торчать, тщательно отшлифовать, чтобы блестели, пусть будет необычным элементом декора, но нам такая идея не понравилась, и мы призадумались. Имея такой универсальный материал, как гипсокартон, можно создать совершенно любые формы или композиции. Приложив совсем немного старания и фантазии, можно преобразить свой дом, при этом выполнив все работы собственноручно. Изготовить гипсокартонные конструкции своими руками не так уж сложно, как может на первый взгляд показаться. Достаточно несколько простых инструментов и терпения, чтобы отлично все получилось. Вот что у нас вышло. А как бы вы спрятали эти огромные металлопрофили? Пишите свои варианты в комментариях, нам будет очень интересно. Несколько ловких телодвижений и вуаля, готово! Вот и наш выпуск подходит к концу. Не пропустите следующую серию «Звезды делают ремонт». Впереди все самое интересное. И очень надеемся, что наши заметки и советы в будущем пригодятся вам. Это была 3-я серия передачи «Звезды делают ремонт». Пока только в нашей передаче вы можете увидеть уникальные кадры, как известные личности делают ремонт. Оригинальная идея проекта Константин Тимофеев «Коста». Закадровый текст читает Евгений Прокопьев. Основная музыка Чингис Барашноев. Петя Петров. Студия Дуаран Рекордс.